Получить субсидии, не выходя из дома. Какие услуги станут доступны якутянам и куда подавать заявления? С серьезными намерениями в городском парке Ленска появится первый скейт-парк. Прогулка по древним городам. В Москве завершился 8-й исторический фестиваль «Времена и эпохи». Как это было? О главных событиях к этой минуте в нашем выпуске новостей в студии Андрей Погорелов. Подать заявление на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь можно, не выходя из дома, на портале государственных и муниципальных услуг республики e-yakutia.ru. Это поможет решить самые важные вопросы с государством и значительно сэкономит время. Напомним, агентство субсидий предоставляет гражданам две госуслуги – субсидии на оплату ЖКХ и компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Достаточно это просто и удобно. Человек по подтвержденной учетной записи заходит на этот портал, выбирает наши государственные услуги, подает заявление, скрепляет документы, и через 10 календарных дней он должен получить результат. Либо положительный, либо отрицательный, либо же документ на стадии приема заявления, он может быть дополнен, истребованы дополнительные какие-то документы, если возникают вопросы по полноте комплекта документов. Мобильность и прозрачность. На этом делают акцент в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при подготовке к единому дню голосования. Об этом Якутия-24 заявил член ЦИК России Сергей Сироткин. Напомним, единый день голосования состоится 9 сентября. В этот день якутянам предстоит выбрать главу республики, новый состав якутского парламента, народных депутатов Государственного собрания, главу города Якутска, а также глав выберут в районах республики. Обеспечение прозрачности выборов. Для чего это надо делать? А для того, чтобы результаты, которые комиссия объявит, каждый на своем уровне, вызвал доверие у избирателей. Председатель Центральной избирательной комиссии Панфилова Элла Александровна, это ее, тема, которую она постоянно держит в поле своего зрения. Естественно, поэтому и проводится работа, разработаны определенные планы, как этого достичь. Первое, я уже для примера вам скажу, мобильный избиратель. Это доступность всех к участию в выборах. Это очень хорошо. То есть никто не скажет, меня отстранили, я не сумел проголосовать никак. Это исключается. Второе, горячая линия. Любой может позвонить, проконсультироваться и узнать. Третье – это корпус наблюдателей. Между тем, в рамках подготовки к предстоящим выборам прошел круглый стол Общественной палаты Якутии. В нем принял участие член Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников. На совещании обсудили перспективы развития роли на выборах общественных наблюдателей. По словам Иванникова, сегодня изменилось федеральное избирательное законодательство и должно пройти какое-то время, прежде чем все регионы придут к единому знаменателю. Прошедшая избирательная кампания президента России задала очень высокую планку по качеству проведения выборов. Мы не можем сейчас эту планку опускать, и предстоящая избирательная кампания пройдет так же, как и президентская, на качественно высоком уровне, законно и открыто. 15-я площадка в России, 3-я на Дальнем Востоке. В сентябре в столице откроется пространство коллективной работы «Точка кипения Якутск». Проект, запущенный по всей стране агентством стратегических инициатив, станет открытой площадкой для диалога, обсуждения перспективных идей и поисков единомышленников из самых разных сфер образования, науки, бизнеса, некоммерческого сектора и власти. Площадка, она предоставляется бесплатно. Здесь у нас 2 конференц-зала, переговорные комнаты, коворкинг-зона, зона проектов. И обязательно нужно будет заранее договориться насчет проведения мероприятий. Поэтому любой желающий, кто соответствует этим направлениям, трекам развития, может прийти и стать частью точки кипения. И к другим темам. В Алдане угостят ароматным чаем с лимоном и свежей сдобой на субботнике, который состоится 26 августа на территории Радиогоры и культурно-этнографического комплекса «Совики». Помимо прочего, для алданцев выступит концертный оркестр республики и ансамбли «Гитарика» и «Баланс». Мероприятие запланировано на 11:30. По всем вопросам можно будет обращаться по телефонам 37 066 и 37 218.
В 17-м квартале Якутска уже ведут работы по благоустройству придомовых территорий. Напомним, что ранее по обращению жителей домов по улицам Жарницкого, Пионерская, Космонавтов и Семена Данилова администрация города вместе с управляющими компаниями объехали эти объекты. Комиссия рассмотрела вопросы по отсыпке территорий, устройству выгребных ям, детских площадок, туалетов и установке новых мусорных баков. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Из запланированного объема остались детская площадка во дворе домов Пожарницкого 19 и Пионерская 15/1, а также установка туалета возле дома по улице Космонавтов 4/1. При бережном обращении самих жителей, я думаю, здесь санитарное состояние должна во много раз улучшиться. Дополнительно везде мы провели отсыпку территории, где были ямы, провели грейдирование, и отсыпку. Также у нас жилкомсервисом произвела откачка заниженных мест. В Ленске станет больше экстремалов и любителей трюков на роликах и скейтах. Вскоре в городском парке откроется первый скейт-парк. Предложение о его создании поступило от 2 подростков-скейтбордистов. Намерения молодых людей были настолько серьезными, что им удалось убедить администрацию в необходимости такой площадки. Тему продолжат мои коллеги. Константин Балаев и Илья Титов не первый год увлекаются скейтбордингом. Оттачивать свое мастерство им приходилось там, где позволяет асфальт. Ребята, как могли, приспосабливали окружающее пространство под свое увлечение. Стараемся, конечно, каждый день возле юности, потому что кроме юности у нас больше мест нет, потому что в парке хвоя, шишки забиваются и приходится очень часто менять подшипники, поэтому только возле юности тренируемся. В конце этой весны ребята обратились с инициативой в администрацию города построить скейт-парк. Идею поддержали. Теперь такие трюки, как олли, кикфлип, хилфлип, экстремалы будут отрабатывать на профессиональной площадке. Главе города эта идея понравилась, общая идея скейт-парка, он ее одобрил. И мы начали с архитектором искать места, где бы это можно было реализовать. Сами делали макеты разные, там как-то это рассматривали, что может быть, что можно сделать. Так выбирали с учетом того, что эта площадка должна быть общедоступная. Есть свои специфические там параметры, характеристики. На территорию парка место определили рядом со спортивной площадкой, по которой мы все уже видим, работы начались. Техническое оснащение скейт-парка выбрано. На площадку площадью 216 квадратных метров поставят двускатную мини-рампу. С учетом доставки оборудования обойдется городской администрации более чем в 1 миллион рублей. Это ничто по сравнению с радостью юных скейтбордистов, имеющих, кроме желания кататься, большой потенциал. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». В Москве завершился 8-й исторический фестиваль «Времена и эпохи». В эти дни на всех 30 исторических площадках кипела жизнь. С подробностями наши корреспонденты. 13-дневный марафон исторического фестиваля «Времена и эпохи» подходит к концу. В рамках этого фестиваля во 2-й раз прошел конкурс исторических проектов. 20 финалистов разместились на площади Революции, и сейчас экспертное жюри определит 9 победителей. Как мы уже сообщали, в конкурсе исторических проектов, который прошел во 2-й раз в рамках фестиваля «Времена и эпохи», впервые приняли участие изобретатели технопарка «Кванториум». Любой мог предложить свой проект, связанный с популяризацией подлинного исторического знания и развитием способов его передачи. Всего было подано 108 проектов. Это фильмы и фотолаборатории, реконструкция ремесел, парки и фестивали и даже историческая рыбалка. Участники охватили период от античности до 20 века. Из этих 108 проектов были отобраны лучшие 20, и среди них проект «Виа-прогулка по древним городам» на примере Якутска XVIII века. По завершении фестиваля экспертный совет назвал победителей конкурса исторических проектов. Вы все большие молодцы, спасибо, что приехали. Конкурс проектов, он превращается в такую площадку, на которой люди вот эти вот мечты оформляют в цели. И я очень рад тому, что многие проекты, которые даже не получают заветные 1 миллион рублей на их развитие от московского правительства, они эти проекты продолжают развивать.
В дни фестиваля на всех 30 исторических площадках кипела жизнь. Исторические персонажи, их повседневная жизнь, ремесла, археологические эксперименты, выставки и конкурсы. В любое время и везде можно было найти что-то интересное лично для себя. Людям наконец-то показали историю, приближенную, скажем так, максимально к реальной, а не очередных медведей, балалайки и кокошники. Да? То есть мы видим историю, насколько она могла быть максимально реальной в таком контексте. Сегодня трудно придумать что-то совершенно новое, но даже привычные форматы можно рассматривать под необычным углом. Награду получили яркие необычные проекты, которые будут точно реализованы. Мы получили проекты, которые созданы не только движением исторической реконструкции, но и людям, которым в принципе интересна история и которые хотели бы развивать историческую реконструкцию как способ передачи исторического знания. Собственно, это цель конкурса. Якутский проект привлек внимание гостей фестиваля. Его высоко оценили эксперты. Это, безусловно, свежая и очень интересная идея. Представьте себе, вам предоставлена возможность оказаться в интересующем вас месте в любую эпоху, посмотреть, как было застроено это место, ознакомиться с бытом местных жителей того времени. Мы в следующем году обязательно еще раз будем заявляться и участвовать, так как некоторые здесь участники уже по несколько лет представляют свои проекты. Да, мы поняли, что нам нужно доработать, мы это обязательно исправим и в следующем году выиграем, я надеюсь. 300 клубов исторической реконструкции, более 3000 участников со всего мира, эпохи камня и бронзы, железа и пороха, пара и электричества, воздухоплавания и покорения космоса. Таким был фестиваль «Времена и эпохи». Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Двухмесячный детеныш необычного животного трубкозуба впервые появился перед посетителями зоопарка Франкфурта. У млекопитающим среднего размера, внешне напоминающим свинью, с удлиненной мордой и заячьими ушами, рассказывает Артем Сторонов. Она совершенно голая и с длинными ушами, но уже покорила десятки сердец посетителей франкфуртского зоопарка. Самка трубкозуба по кличке Мемфис появилась на свет 10 июля, но только в среду впервые предстала перед публикой. Ее отец Элвис, к сожалению, не дожил до рождения дочери. Однако для Мемфис это не так важно, ведь в дикой природе самцы трубкозубов не участвуют в воспитании потомства. Так что всем навыкам детеныш будет учиться у своей матери по кличке Эмине. Эти животные кормятся в основном муравьями и термитами. Чтобы их добыть, они используют мощные когти и длинный язык. Помимо этого, о жизни трубкозубов известно очень мало, говорит смотритель зоопарка Франкфурта Йоханнес Кёллер. О том, как живут трубкозубы в дикой природе, почти ничего не известно, поскольку они очень скрытные. Это ночные животные. Днем они спят в норах, которые роют сами, и только строго под покровом ночи отправляются на поиски пищи, которую находят иногда за несколько километров от дома. При рождении Мемфис весила всего 1,5 килограмма, сейчас около 7. Масса же взрослых трубкозубов обычно варьируется от 40 до 65 килограммов. У меня на этом все. В студии работал Андрей Погорелов. До встречи в эфире.